Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошла директор театра-студии МХАТИК Мария Владимировна Шаповалова. Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к политическим репрессиям, которые были в том числе в нашей стране? Естественно, отношение негативное. И можно сказать, не можно сказать, а очень стыдно за тот период времени в нашей стране. А нужно ли память и нравственную, гражданскую, осуждающую оценку этого метода управления обществом оформить в каком-то материальном виде, или достаточно, чтобы эта оценка хранилась в памяти, в общественном сознании, в невидимом? Ну, во-первых, мы всегда будем об этом помнить, потому что уроки истории никто не отменял, об этом рассказывается, об этом знают все. Но если же, конечно, у нас будет и музей, какой-то там, я не знаю, памятники мемориальные, какие-то вот эти книги памяти общедоступные, и вот этот день, когда 30 октября все, по-моему, международный день, или он только в России, и, по-моему, в Украине третье воскресенье сентября или октября также. Так вот, 30 октября, чтобы люди могли прийти, чтобы опять же вспомнить об этом позоре нашего общества. Но для чего это нужно? Для того, чтобы, скорее всего, больше никогда не повторялись такие ошибки. И также тем людям, конечно, мы не поможем, их уже никогда не вернем, но помнить о них. То есть память о трагедии, она также важна, так как и память о победе. И вы, когда говорите о позоре нашего общества, вы в том числе, вот как гражданин, берете и на себя часть такой вины за то, что мы не до конца преодолели это прошлое, и так как у нас нет некоторых обязательных атрибутов этой памяти, да, и мы должны их пробел запомнить. Это, наверное, скорее всего, зависит не от атрибутов, а зависит от воспитания общества. Возможно, и сейчас бы нашлись такие люди, которые привели бы к тому же. Это же было такое время, когда наше общество почему-то было таким, что кто-то на кого-то доносил, кто-то хотел ради своей выгоды на людей, жертвуя близкими, жертвуя своими соседями, получать какую-то свою прибыль. Ну, не прибыль, а какой-то свой достаток, как-то жить лучше. И если общество так было воспитано, то это очень позорно. И, скорее всего, если сейчас будут какие-либо памятники, то, что не только на истории, например, как-то вскользь узнают, а если будут еще какие-то памятники, вот эти дни специальные, когда все могут прийти, об этом вспомнить, то общество будет задумываться, почему так произошло. То есть об этом именно в этих местах нужно будет говорить. Потому что сейчас же много у нас таких есть в социальных сетях, пабликов, где люди друг на друга что-то там сфотографировали, куда-то отправили, и обсуждают позор. Хотя, в принципе, есть такие моменты, когда каждый человек может оказаться в такой же ситуации. И бывает так, что человек ни в чем не виноват, а быстро так общество набрасывается. И порой, когда я читаю эти комментарии и вижу эти какие-то, можно сказать, те же самые доносы, становится страшно, как бы мы не вернулись в ту же эпоху, и как бы опять же не произошло то же самое. И поэтому, если, кроме уроков истории, у нас, еще раз повторюсь, будут такие музей, будут, хотя бы люди будут собираться где-то, определенное место, где будут люди собираться в этот день, 30 октября, и будут это все обсуждать и доносить, может быть, где-то какие-то фильмы показывать, детей воспитывать, вот эти мероприятия проводить. На тех примерах, что было, и думаю, это очень сильно повлияет на наше общество, на новое поколение. И к этому дню, в том числе, если это будет общее такое республиканское мероприятие с участием и региональной городской власти, можно приручивать какие-то, в том числе, театральные мероприятия, да, в республике? И спектакли. Возможно, да. Самое главное, чтобы это придать этому чтобы это объединяло общество. Да, но чтобы люди об этом знали, слышали. Потому что просто так сейчас взять и здравствуйте, к 30 октября мало кто знает, что это за день. Да, и я сам только недавно узнал об этом дне. А вы
в своей речи упомянули, как сказать, поддержали некоторые пожелания нашей инициативной группы, и чтобы не повторяться вот еще в дополнение к этому, в этот день мы считаем, что было бы желательно, как в некоторых республиках и как поступает президент страны, чтобы глава республики тоже, если найдет время и удобный формат и вид, выступал со словами соболезнования жертвам репрессий и их семьям. Как бы вы отнеслись, если бы услышали, что 30 октября наш глава республики выступил с такими Я словами? думаю, что Владимир Дмитриевич, он всегда поддерживает хорошие инициативы и, конечно же, найдет время. Во многих городах наших соседних, и в Пензе, в Самаре, в Саратове, не помню, ну, в общем, во многих, в Тамбове, то есть то, что нас окружает, это уже и есть такие музеи. И, получается, их правительство их поддерживает. А наш Владимир Дмитриевич, он очень такой человек, который поддерживает всегда все, что правильно. Да, это усилил бы общественный мир между людьми разных взглядов, конфессий, профессий. Ну, конечно, люди бы видели то, что не все равно нашему правительству. А вот у нас очень мало осталось исторических зданий, и в том числе тех зданий, из которых забирали людей на расстрел. Но если в архивах правоохранительных органов будет произведена такая работа по поиску адресов, из которых забирали, как сказать, последний путь репрессированных, и там укрепить мемориальные доски на стенах этого последнего места жительства, как бы вы к этому отнеслись? Да, наверное, нормально бы отнеслась, потому что мне кажется, у нас очень мало таких домов. Если бы у нас было много таких домов, то я бы отрицательно отнеслась, потому что каждый день людям напоминать об этом негативе как бы не стоит, по мне так. А так как если их немного, пусть бы они и будут. Обычно я к этому отношусь. То есть... У нас где-то в середине 2000-х, видимо, из-за смены приоритетов или из-за каких-то других причин, приостановился в какой-то степени процесс реабилитации. Но на самом деле у нас еще очень много, можно сказать, миллионов людей по разным репрессивным статьям, невинно пострадавших, не реабилитированы. И как вы относитесь к тому, чтобы все-таки продолжить это движение реабилитационное правоохранительными органами, прокуратурой в том числе, и все-таки найти всех вот до последних тех, кто пострадали в тот период. Несмотря на то, что они умерли, их дети и внуки уже, возможно, нет. Но чтобы мы просто исторически расставили точки над «и». Ну, я думаю, то, что тех людей, конечно же, не вернуть, но они хотя бы достойны, чтобы о них хорошо помнили. Поэтому реабилитировать – это один из обязательных шагов. Ну да, шагов. А еще для ученых и для родных репрессированных очень важна такая архивная правда об этом периоде истории, в том числе для драматургов, которые у вас ставят спектакли в театре. Тоже для них нужна правда, на которой они основываются и уже, как сказать, насыщают его вымыслом, искусственным для того, чтобы воздействовать на эмоции и более удобные формы для потребления информации. Как вы считаете, нужно ли продолжать рассекречивать архивы, связанные с репрессиями? Да. По-моему, уже гриф секретности снято был еще в прошлом по веке. некоторым продлили до 2042 года. До 2042, но я не знаю, на каких основаниях продлили, поэтому я совершенно в этом некомпетентна и ничего не могу вам об этом сказать и связать это с театральными вообще с драматургами и с театральными постановками, я думаю. То есть основываясь именно только на них, это не так важно. Да, это мой ход размышлений. Следующее наше пожелание в том, чтобы рассекречивать географически точное месторасположение мест массовых захоронений. У нас их
случайно нашли только два в Мордовии, в Рамаданском районе и на юго-западе Саранска, у ручья Эрефлей, Богоявленский родник по-другому. И вот как относится к тому, чтобы все места захоронения открыть, не засекречивать, никакой там государственной тайны опасной для рассекречивания нет, чтобы все-таки идти по пути обнародования этой информации? Нет, обнародовать-то, конечно, нужно, но если вы хотите там что-то выкапывать, я думаю, смысла в этом уже нет. Вот. А если все-таки... Я не понимаю, конечно, в этом ничего, то есть нужно ли делать эту там эксгумацию или как, или вы там просто поставите памятник, если вы же откуда-то знаете эту информацию, то, что там были захоронения. Это правильно, коррекция принимается. Но вот на юго-западе у Богоявленских родников уже, ну, как сказать, гарантированно точно установлено и подтверждено, что там 7 расстрельных ям, около 700 останков тел тех, кто организовывали мордовскую культуру и мордовскую государственность, автономию, и татарскую культуру, несколько сот человек по татарскому вымышленному делу, и организаторы промышленности, и культуры, образования, здравоохранения Мордовии. И это подтвердили и Министерство внутренних дел, когда поставило там памятник в честь первого руководителя Министерства наркомата внутренних дел, и церковь, поставившая часовню, и прокуратура, которая участвовала в поиске этого места. Как вы относитесь к тому, что как в десятках регионов страны, вот как вы уже сказали, что даже если не проводить эксгумацию, если найдутся финансовые ресурсы и, ну, по крайней мере, облагородить вот эту территорию цивилизованно и возвести там мемориальный комплекс. Ну, это уже получится типа Мамаева кургана. Как вот на Бутовом полигоне, в Коммунарке, несколько десятков мест в России есть, где вот такие места, чтобы люди приходили и знали, что здесь не просто заросший лес, на котором можно шоки делать, а оформлены и захоронения, и между ними тропинки, и все это обновляется, и дорога подведена, чтобы это было оформлено. Потому что сейчас только поисковики и священнослужители там поддерживают своими силами, но это очень быстро зарастает. Вообще затея очень хорошая. Это дело очень правильное. И если есть возможность, то, конечно же, даже можно же найти волонтеров и собирать туда людей, тех, кто конкретно за эту идею. И думаю, вы найдете мы все найдем очень много соратников и будем вместе все это делать. Уважаемые телезрители, в нашу инициативную группу Вступила Мария Шаповалова. Да, Мария Владимировна Шаповалова, спасибо ей за это большое.